Құрметті отандастар, баршаңызға мәлім, қазір бүкіл әлем өте күрделі ахуалды бастан өткеруде. Осы жағдайда Қазақстан елшілігі азаматтарымызбен үнемі байланыста және әрқашан қолдау көрсетуге дайын екендігін жеткіземін. Уважаемые соотечественники, постоянно либо временно проживающие на территории Франции, мы все сейчас переживаем нелегкий период в связи с распространением коронавируса COVID-19. Как известно, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Что касается ситуации в Казахстане, то настоятельно прошу вас ориентироваться только на официальные источники. Франция с 14 марта перешла на третью стадию эпидемии. Правительство этой страны усилило меры безопасности. В этой связи сообщаю, что при посольстве Республики Казахстан во Франции круглосуточно работает горячая линия, номера телефонов, которые вы сейчас видите на ваших экранах. В случае возникновения срочных вопросов вы можете связаться с консулом по номеру его мобильного телефона. Уважаемые соотечественники, прошу всех, кто принял решение вернуться в Казахстан, информировать об этом консульский отдел нашего посольства в Париже. Кроме того, если у вас возникают административные, технические или логистические сложности с возвращением на родину, проблемы с решением правовых вопросов, а у студентов с проживанием в общежитиях, также просим связываться с нами. Дипломаты постараются оказать вам возможную помощь. Я также призываю тех, кто еще не зарегистрирован в консульском отделе посольства, направить свои контактные данные и местоположение, чтобы мы знали о вас в случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций. Настоятельно рекомендую отслеживать сообщения, которые мы регулярно публикуем для вас на официальном сайте посольства и на странице в Facebook. Дорогие соотечественники, сейчас все зависит от сознательности каждого из нас. Я прошу вас строго, со всей ответственностью за себя, за окружающих, соблюдать меры, о которых в своих обращениях сказали президенты Казахстана и Франции. Выступление главы нашего государства размещено на веб-ресурсах посольства. Обращаю ваше внимание, что по решению Государственной комиссии при президенте Республики Казахстан Франция включена в список стран категории 1А вместе с Италией, Германией, Испанией и Ираном. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут беспрепятственно заехать в Казахстан. Но все вернувшиеся из стран упомянутой категории должны будут пройти обязательный карантин. Хочу подчеркнуть, что объявленные ограничения на въезд в Казахстан не означают запрета. В адрес посольства и на мою личную почту продолжают поступать многочисленные вопросы от студентов, обучающихся во Франции, их родителей, а также казахстанских туристов, находящихся на территории Франции. На все эти вопросы мы стараемся реагировать оперативно и с пониманием. В частности, мы проводим переговоры с авиакомпаниями, которые продолжают совершать транзитные полеты из Франции в Казахстан. По ряду вопросов, не входящих в компетенцию загранучреждений, мы направляем запросы в соответствующие государственные органы Казахстана. Хочу заверить каждого из вас, что мы не остаемся безразличными. Мы переживаем вместе с вами. Все сотрудники посольства и члены наших семей, включая детей разных возрастов, от новорожденных до старшеклассников и студентов, находимся во Франции. Ни о какой эвакуации или особом положении для дипломатов не идет речь. Мы на своих местах,
мы с вами. Мы в сложных условиях продолжаем выполнять нашу повседневную и многоплановую работу. Возвращаясь к наиболее часто задаваемым нам вопросам, хочу повторить следующее. Необходимо соблюдать простые правила гигиены, избегать мест большого скопления людей, воздержаться от рукопожатий, стараться соблюдать дистанцию минимум в 1 метр, не пользоваться общественным транспортом и укреплять иммунитет. В первую очередь принимать витамины С и D. Призываю всех быть бдительными, оставаться на связи, не поддаваться панике, быть солидарными с народом Франции, соблюдая требования властей. Необходимо понимать, что это лишь временное положение и вынужденные меры для создания преграды развитию эпидемии. От нашей ответственности, самосознания и организованности зависит срок искоренения вируса и возвращения к нормальной жизни. Обращаясь главным образом к студентам, сделавшим свой выбор и все же принявшим решение вернуться в Казахстан, сообщаю, что в связи с временной приостановкой прямого авиасообщения на сегодняшний день пока есть возможность вылететь рейсами белорусских авиалиний Белавия из Парижа в Нур-Султан через Минск. Конечно же, все зависит от наличия свободных мест. Наш национальный авиаперевозчик Air Astana осуществляет полеты из города Франкфурт на Майне, но, учитывая временные ограничения, введенные Францией и Германией, граница между этими странами Евросоюза на данный момент закрыта. В целом, перемещения внутри Франции осложнены, так как железнодорожное сообщение сокращено. С сегодняшнего дня, с 17 марта, на всей территории Франции введены ограничения на перемещение на срок минимум 15 дней. Каждому, кто решит выйти из дома, будет необходимо иметь при себе заполненный специальный формуляр, который можно скачать на сайте французского Министерства внутренних дел. За нарушение карантина предусмотрен денежный штраф в размере 38 евро, который в ближайшее время увеличится до 135 евро. Французские власти определили 5 причин, по которым можно выйти из дома с указанным формуляром и документом, подтверждающим, что человек не может выполнять свои профессиональные обязанности в удаленном от рабочего места режиме. Это поход на работу, покупка товаров первой необходимости в разрешенных точках продаж, визиты к врачу, неотложные семейные вопросы, краткие перемещения вблизи от места проживания, связанные с личной физической активностью, как, например, индивидуальные занятия спортом или выгул домашних животных. Данные ограничения не коснутся представителей некоторых профессий, в частности, медработников и журналистов. Уважаемые соотечественники, в этих непростых для всех нас условиях мы рекомендовали бы оставаться в местах вашего проживания. Следует понимать, что введенная правительством Франции вынужденная мера так называемой самоизоляции не является принудительной и не означает ограничения прав и свобод человека. Думаю, что сегодня все имеют средства телефонной и видеосвязи для общения с близкими. У казахстанских загранучреждений, увы, нет специальных фондов для финансирования репатриации казахстанцев, находящихся за рубежом. Это не предусмотрено нормативно-правовыми актами. Такого нет и у других государств, в том числе Франции. Но, как я уже сказал, наши дипломаты в круглосуточном режиме оказывают консульские услуги и содействие в поиске решений проблем, возникающих у наших соотечественников. Для решения финансовых проблем рекомендуем обращаться к родным и близким в Казахстане, которые могли бы осуществить денежные переводы для вас.
Учитывая высокоинтенсивный режим работы сотрудников посольства Казахстана во Франции, в эти непростые дни хотел бы выразить просьбу от всего нашего немногочисленного коллектива. Обращайтесь по номерам горячей линии и на электронную почту посольства только по экстренным вопросам, которые не терпят отлагательства. Все остальные проблемы мы обязательно поможем вам решить после снятия напряженности. Уважаемые соотечественники, в заключение с большим сожалением констатирую, что под воздействием паники или ввиду недостаточной осведомленности, в том числе правовой, имеют место случаи обращений, лишенных сдержанности и этических норм, а в ряде случаев с элементами оскорблений и агрессии в адрес наших дипломатов, старающихся вам помочь. Но мы с пониманием относимся и к таким моментам. Давайте будем проявлять взаимное уважение в любых обстоятельствах. Уверен, что время не только лечит, но и расставит все на свои места. Благодарю вас за внимание, понимание, терпение и взаимную поддержку. Будьте здоровы, берегите себя и близких. Мы с вами, мы вместе. Біз біргеміз, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келе жатқан ұлыстан ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын.